Как отмечают сами футболисты, в первом тайме игра не строилась. Сильный ветер наносил свои коррективы. Команды одинаково проявляли свои способности. И только во второй половине первого тайма Кызылташу удалось забить первый красивый гол в ворота соперника. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу Кызылташа. Ветер мешает, конечно. Игра дается, в принципе. Хорошо, что удалось забить. Сейчас будет, я думаю, второй тайм будет полегче. Надо будет использовать контратаки и забивать. А вот второй тайм кардинально отличался от первого. Атака за атакой, и команда Кызылташ забивает еще 5 голов. Мы обыграли фактически одного из лидеров чемпионата Крыма. Они здесь никому не проигрывали. Мало того, что они здесь ни с кем ничего не сыграли. То есть очки здесь не теряли. Тактически очень правильно сыграли на контратаках. То, что задумали, то и получилось. Футбольной команде «Источная» во втором тайме удалось забить лишь 1 гол. Нападающий Владислав Цой отметил, что команда физически была не готова. В итоге игра завершилась со счетом 6-1 в пользу Кызылташа. Команда Кызылташ тренируется. Тренировки, у нас нет тренировок. То есть мы готовы были всего лишь на 30 минут, и все. Кызылташ очень сильно усилился, конечно. Команда прогрессирует очень. Президент команды «Кызылташ» Альберт Куршутов подчеркнул, что прошел очень важный матч для клуба. Ведь команда «Источная» – один из явных лидеров чемпионата Крыма. Альберт Куршутов признается, очень рад и горд за крымско-татарскую футбольную команду. Я горд своей командой и очень рад сегодняшнему результату. С чем поздравляю и команду Кызылташ, и всех болельщиков, и весь народ, потому что крымско-татарская футбольная команда сегодня сделала в принципе невозможное. То есть она победила одного из лидеров этого чемпионата с таким большим счетом. И это очень большой успех Кызылташа. Уже 30 апреля Кызылташ встретится с командой «Ялта Авангард». Руководство клуба и футболисты приглашают всех болельщиков и любителей футбола поддержать команду Кызылташ в ответственном поединке. Султания Ситакаева, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет.